Здравствуйте, вы смотрите «Дорожный патруль» на башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. Сразу две аварии с большегрузным транспортом унесли жизни двух водителей. В столице республики столкнулись три автобуса. В селе Языково прошел очередной полуфинал КВН ЮИД. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. Сразу две аварии с большегрузным транспортом унесли жизни двух водителей. Первая авария произошла днем в минувший вторник на 1778 километре автодороги Уфа-Москва. По предварительным данным, 44-летний водитель за рулем Kia Rio допустил столкновение с попутной фурой Scania. Водитель легковушки был госпитализирован с серьезными травмами, однако через несколько часов скончался. Еще одно аналогичное ДТП произошло ночью 1 марта в Абзелиловском районе. По одной из версий, 28-летний житель Сибая за рулем ВАЗ-14 модели, следуя по автодороге Серменева-Мангильдина-Баймак, при обгоне совершил наезд на встречный припаркованный на обочине грузовик МАН. В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался при транспортировке в больницу. Его 26-летняя пассажирка с тяжелыми травмами госпитализирована. К сожалению, это не все смертельные аварии, произошедшие на этой неделе. 2 марта в 4 часу дня в Туймазинском районе в результате ДТП погибли 3 человека. По предварительной информации, на 10-м километре автодороги Туймазы-Серафимовка столкнулись Hyundai Accent, следующий со стороны города Туймазы, и встречная Лада Приора. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель отечественного автомобиля и муж с женой с Hyundai скончались на месте аварии. Подробности в настоящее время уточняются. Очередная авария с участием пассажирского транспорта произошла в столице Башкортостана в полдень 28 февраля. На автобусной остановке гимназии-интернат номер 1 столкнулись «Газель», «ПАС» и «Нефас». Двум пассажирам микроавтобуса «Газель», следовавшего по маршруту 211, потребовалась помощь медиков. Еще одна авария с пассажирским автобусом произошла утром 1 марта на 126-м километре трассы Уфа-Оренбург. Там опрокинулся автобус, в салоне которого, по предварительным данным, было 3 человека. Водитель Toyota Hiace не справился с управлением при обгоне попутного КАМАЗа. Предварительно установлено, что 39-летний водитель «Тойоты» при обгоне по касательной задел грузовик и вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся на крышу. Еще один пассажирский транспорт стал участником аварии в минувший понедельник близ села Дуслык Туймазинского района. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-14 модели при движении в направлении города Туймазы в нарушении запрещающего сигнала светофора на регулируемом железнодорожном переезде решил проехать через пути. В результате произошло столкновение с пассажирским поездом, следующим по маршруту Москва-Уфа. В настоящий момент за медицинской помощью обратились водители и 2 пассажира легкового автомобиля. Подробности уточняются. Не нужно забывать, что помимо различных систем, как активных, так и пассивных, которые уберегают нас от травм, необходимо еще развивать навыки безопасного вождения. Мы продолжаем цикл сюжетов, посвященных этой теме. В ходе прошлой передачи мы разобрали, как правильно сидеть за рулем автомобиля. Сегодня мы попробуем разобрать, как правильно им рулить. С помощью нашего эксперта Дмитрия. Дмитрий, здравствуйте. День добрый. Ну что, давайте пройдем в машину, и там уже на руле все и покажем. Давайте разберем, какие положения рук на рулевом колесе вам приходилось встречать в вашей практике у других водителей. Ну, самое распространенное это вот так. Кто-то вообще ногами рулит. Кстати, да, тоже часто приходится видеть. Есть такая гангстерская посадка. Это вот когда рука вот... Когда жизнь удалась. Да. Когда еще кресло опустишь, там полулежа. Ну, видел, что ролисты вот как-то вот так вот ездят. Ну и как-то, я не знаю, вот так вот ездят, вот так вот ездят, вот так вообще одной рукой ездят. Бывает, что вот так вот ездят. То есть положение масса. Смотрите, для чего нам нужно правильно держать руки на рулевом колесе? Если провести параллели между гонщиками и обычными водителями, гонщик, он каждую секунду находится в экстремальной ситуации. Обычный водитель, он в экстремальную ситуацию может попасть через секунду, через минуту, через час, через день, через год и так далее. Поэтому мы должны держать руки на рулевом колесе в таком положении, чтобы быть всегда готовы к экстренной ситуации, для того, чтобы максимально быстро из нее выйти, если мы уж хотим из нее выйти. Поэтому очень хорошая практика посмотреть, как держат руки на рулевом колесе гонщики, и перенять это положение к себе. И, соответственно, это положение, то есть либо 10-2, да,
либо 9-3, когда большие пальцы у нас лежат на спицах. То есть либо большие пальцы лежат на спицах, либо большие пальцы лежат у нас на приливах на рулевом колесе. Ну, вот этих вот. Да. Для чего это нужно? Во-первых, когда машина попадает в снос, в занос, и независимо от того, куда у нас повернуто рулевое колесо, машина может ехать прямолинейно, потому что инерция всегда прямолинейна. Ну что, давайте уступим место за рулем нашему эксперту, чтобы он все нам конкретно показал. Из всех методик мне больше всего нравится методика треугольника. Почему треугольник? То есть руль воспринимаем как треугольник, и руки у нас находятся только в трех точках. Это точка 10, точка 2 и точка 6. Мы поворачиваем руль, допустим, вправо. Правая рука доходит до точки 4 и смещается на точку 12. И всегда у нас руки находятся либо в правом рулевом секторе, если мы поворачиваем руль направо, либо в левом. И при этом у нас работают максимально сильные мышцы сгибателей. И плюс мы используем гравитацию. Рука все равно имеет свой вес. И она всегда у нас с точки 12 до точки 4, если мы воспринимаем руль как циферблат часов, она идет под своим весом еще. Вес помогает нам вращать руль. Соответственно, мы меньше устаем и можем быстрее поворачивать руль в необходимую нам сторону. И когда мы поворачиваем руль обратно, видите, спица встала прямо, но руки перекрещены, значит, колеса у нас стоят не прямо. Если у нас руки встали, опять правая рука в точку 2, а левая в точку 10, колеса стоят прямо. И, соответственно, мы знаем на скользком покрытии при сносе-заносе, когда у нас колеса находятся в прямолинейном положении, это очень важно для выхода из заноса. То же самое в левом мы поворачиваем. Повернули до упора, и нужно вращать обратно. Спица стоит прямо, но при этом мы понимаем, что это не прямолинейное положение. Когда руки у нас встают в правильное положение, колеса при этом тоже становятся в прямое положение. Какие могут быть ситуации, когда действительно может понадобиться активное руление и удержание рулевого колеса именно двумя руками? Ну, в первую очередь, это занос, когда нужно активное руление. Когда важно держать руль двумя руками, это колея, это спущенное колесо, когда машина резко может изменить свое направление. И если мы при резкой потере давления в каком-то из передних колес держим рулевое колесо одной рукой, то мы не успеем просто среагировать, и машина улетит с дороги. То есть может выдернуть вообще руль из рук? Конечно, это очень быстро и резко происходит. Мгм. То же самое, когда мы двигаемся по колее. Я думаю, что многие водители, тем более сейчас очень много снега на дороге, нет таких, кто не ездил по колее и знает, как колея бьет по рулевому колесу. Ну что ж, совсем скоро уже в последующих выпусках телепроекта «Дорожный патруль» мы все эти выкладки проверим на практике и покажем, почему нужно действовать за рулем именно так, а ни в коем случае не иначе. Использовать детские удерживающие устройства при перевозке детей требует правила дорожного движения. Однако каждый водитель понимает, что использование детского автокресла – это в первую очередь безопасность перевозимого ребенка. Будучи не пристегнутым, юный пассажир рискует получить серьезные травмы при столкновении или резком торможении автомобиля. Несмотря на очевидную необходимость использования детских удерживающих устройств и значительную сумму штрафа в 3000 рублей, некоторые водители пренебрегают требованиям правил, сознательно создавая угрозу здоровью и жизни перевозимого ребенка. Сотрудники госавтоинспекции провели профилактический рейд под названием «Ребенок – главный пассажир», в ходе которого вблизи расположения образовательного учреждения по окончании учебы проверили, насколько ответственно относятся взрослые к вопросам безопасности маленьких пассажиров. И напомнили родителям-водителям о необходимости использовать детские удерживающие устройства. В ходе мероприятия был пресечен один факт нарушения, когда ребенок не был пристегнут ремнем безопасности. 26 февраля в селе Языково Благоварского района состоялся полуфинал республиканского конкурса КВН «Безопасная дорога детства», который в этом году отмечает свое 20-летие. Именно 20 лет назад юмор, находчивость и талант впервые стали на защиту детей от превратностей дороги. В этом полуфинале приняли участие 13 команд из районов и городов Республики Башкортостан. При полном аншлаге команды продемонстрировали свое мастерство и знание правил дорожного движения, которые они передали зрителям через призму юмора. По итогам конкурса среди районных команд первое место заняла команда «Тест-драйв» из Чешминского района.
Второе место поделили команды «Красиво» и «Зебра» из Благоварского и Кармаскаринского районов. И тройку призеров замкнули регулировщики из Уфимского района. Среди городских команд первое место заняла команда «Беляшики» из Давлеканова. Второе место в зоне риска город Бирск и третье место заняла команда «Креативщики» из города Благовещенск. Особую благодарность за помощь в проведении этого мероприятия организаторы высказали Детскому центру туризма, краеведения и экскурсий Благоварского района, а также отделу ГИБДД по Благоварскому району. Ежедневно на дорогах происходит множество заслуживающих внимания событий, внушительная часть которых попадает в объектив видеорегистраторов. В нашей рубрике «Одним кадром» мы собрали для вас самые любопытные случаи. Как говорится, лучше один раз увидеть. Мы не смогли пройти мимо такого случая. В Курске 4 легковых автомобиля попали в ДТП с 2 БТР. Как видно на видео с регистратора, один из БТРов внезапно начал сдавать назад и столкнулся с легковушкой. А далее еще 3 машины оказались в плену у военных. Кто виноват и что делать, теперь выяснят соответствующие органы. А здесь инспектор ГИБДД переводит через дорогу собаку. По всей видимости, четвероногий где-то повредил лапу, и таким вот образом представители госавтоинспекции пытаются облегчить жизнь животному. Почему не стоит перебегать дорогу перед близко идущим транспортом, казалось бы, знают все. Но не все адекватно пользуются этими знаниями. Тем более, что в условиях снега не каждый автомобиль сможет быстро остановиться. А уж тем более автобус. Здесь ситуация как в анекдоте. Один, да их тут 1000. Откуда выбрался этот водитель и куда ехал, непонятно. Но по счастливой случайности обошлось без аварий. Автошкола «Автокурс». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноковка, улица Школьная, 2/2. Телефон 293 46 06. У вас проблема, у нас решение. Квалифицированный персонал, запчасти в наличии, приятные цены и персональный подход. Сервисный центр «Лето». Мы делаем то, что хорошо знаем. Присылайте свои видео в нашу группу ВКонтакте на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Удачи на дорогах!